Эту индюшку зовут Элли, и ей сегодня сопутствует удача. Она в День Благодарения не будет зажарена, как миллионы ее сородичей. Она сядет за стол целой и невредимой. Элли и Трейси были выращены на убой. Карен спасла их от этой участи. Уже 9-й год в период осенних праздников она забирает 2 индюшек с фермы к себе домой, где она приучает их не бояться людей. Я сидела на траве, и удивительно красивая индюшка по имени Оливия подошла и села мне на колени. И как Трейси сейчас расслабляется и успокаивается, Оливия уснула у меня на руках. Я была очарована. Процесс приручения начинается с приема ванны и сушки перьев. Вторая процедура индюшкам особенно нравится. После этого Карен своим нежным обращением дает им привыкнуть к тому, что люди могут быть добры. Трейси понадобилось время, чтобы позволить кому-либо приблизиться к себе. Непривычная к людской ласке, она до сих пор боится посторонних. Элли поспокойнее и очень любит обниматься. Живут индюшки у Карен во дворе. Их сложно приучить к туалету, но в остальном за ними легко ухаживать. Они как собаки, с радостью бегут тебе навстречу, особенно если видят в руках их любимое лакомство – виноград. В эти 2 месяца Карен открывает свои двери для всех желающих прийти и поиграть с птицами. Николь, соседская девочка, навещает индюшек раз в неделю. Трейси – ее любимица. Девочка давно просит маму разрешить ей завести свою собственную индюшку. И, кстати, Николь – вегетарианка. Многие из соседей Карен перестали употреблять в пищу мясо индейки, из года в год наблюдая и играя с этими ласковыми созданиями. Сама Карен – веган. Она не ест пищу животного происхождения. Для ужина в День Благодарения у нее свои особые рецепты. И на этом пиршестве индюшки – приглашенные гости. Индейка появляется на ее столе только в качестве бурбона. Евгения Дюло, «Настоящее время. Америка».